Жители дома на улице Дзержинского в Якутске 1,5 месяца живут без света и водоснабжения посреди новостроек. Почему жильцы оказались в такой ситуации и как реагируют городские власти, в материале Афанасия Николаева. Если бы ТВ-сигнал позволял передать запах, большинство из вас уже бы выключило телевизоры. У дома по адресу Дзержинского 36/3 практически постоянно горы мусора. Но не это главная проблема. После пожара в конце апреля во всем доме нет света, а у половины еще и отсутствует водоснабжение. Мусор этот не убирают, потому что у нас нету короба. Нам сделали вот с той стороны туалет, сделали как бы слив, который тоже не убирают. Это все было осенью, и с осени вот так он у нас лежит. Они убирают раз в месяц, это максимум. В первом подъезде нету воды, у нас, слава богу, во втором подъезде хоть вода есть. А там нету ничего, потому что где был пожар в той квартире, там расплавилась труба пластиковая. И они просто ее не могут сделать. Причем у большинства жителей дома, да еще и двух окрестных двухэтажек, на руках решение суда о расселении. Но тем не менее переселять жильцов не торопится даже с пепелища без света и воды. Несмотря на все жалобы, сроки переносятся каждый раз. Мэрия просит отсрочку до 17 числа. Но, как вы понимаете, я уже в этом доме вообще жить не могу. Отсрочку просят, что у них квартир нету до 17 числа. Но я считаю, что это очередная просто отписка. Просто они тянут время и все. Ну, ссылается на то, что жилья маневренного нету, да? Нету никакого у них жилья. У меня вне очереди, я отсудила. Буквально вчера жильцы аварийного дома снова были в суде. И снова судья встал на их сторону. Но ситуацию это никак не меняет. Чиновники из ДЖО столицы ссылаются на то, что маневренного фонда нет. Погорельцам предложили выкупить у них жилье. Но, учитывая цены, вырученные средства не позволят приобрести равнозначную квартиру в новостройке. Либо погорельцам надо ждать переселения до 2017 года без света и водоснабжения.